Отец с детства учил быть мужественным, присягу давать жизнь на родине. Я уже присягу дал, и до конца буду служить по контракту. Со всех концов республики съезжают добровольцы, готовые с оружием в руках исполнить свой интернациональный долг. Тува-1 объявила себя союзником СССР в борьбе с фашистами 22 июня 1941 года, за 11 часов до заявления Черчилля. Есть историческая легенда. Гитлер, узнав, что Тува объявила войну Германии, даже не потрудился найти эту республику на карте. Я, как истинный патриот своей родины, прошу вас отправить меня добровольцем в действующую героическую Красную Армию с тем, чтобы вместе с бойцами Красной Армии уничтожать гитлеровскую армию. Я знаю много добровольцев из Тувы, но особенно я знаю своего двоюродного прадеда, танкист, герой Советского Союза Хомушку Чургён Намгаевича. Когда я был маленьким, меня нянчился его сын. Они так похожи, что я даже сама удивилась. Чисто внешне, да, внешне тоже и по династии, да, что ли. У них, вообще-то, у них в семье, у Сержи, братья все по линии полицейские, по линии МЧС работают все, по военной линии они. Я каждый день сюда хожу помолиться, чтобы у моего сына все было хорошо, все у него было отлично, и чтобы он вернулся домой живой, здоровый. Ну, смелость, отзывчивость у него, такие черты характера, как наблюдается по наследству Хомушко. Прадед Шараана, первый тувинец, удостоенный звания Героя Советского Союза. Танкист Чургуй Оул Хомушку совершил подвиг в боях на Украине. При форсировании реки Южный Буг в марте 1944-го младший лейтенант Хомушку проехал на своем танке под водой на другой берег и сразу пошел в атаку. В этом бою он уничтожил 25 солдат противника, 2 ручных пулемета, 1 миномет. Мне отец говорил каждый день: помни, твой прадед, герой Советского Союза, танкист. Гордись об этом. Я гордился, еще горжусь я. Я в вооруженных силах почти 10 лет. Я уже как бы привык. Я не представляю себе на гражданке или другой специальности. А военная служба – это как раз для настоящих мужчин. Вот у меня миноискатель хороший, легкий, удобный, гражданский получается, да, гражданский вариант. Но наши вот эти штатные миноискатели попали под обстрел, и все у нас там уничтожили. Вот наши земляки быстро собрали, вот передали нам гражданский миноискатель. Когда дорогу очищали, там тоже находили очень много мин танковых, и там обнаружили, там под минами миноловушки ставятся. Мы их снимали с кошки и там же уничтожали.
Мы сейчас находимся на горе Дуге. Мы с семьей часто сюда ходим, молимся в Будде. Как бы традиция у нас такая. Ребят, посмотрите на белую надпись. Написано «Ом Мани Падме Хум». На тибетском означает это пробуждение. До 1944 года тувинцы перед боем надевали поверх красноармейской формы национальные костюмы, шерстяные пояса и амулеты. В таком виде они бросались на врага, сопровождая атаку странными звуками. Это было горловое пение. Противник был парализован от страха. Национальный колорит тувинские воины сохранили до сих пор. У нас республика Туве есть национальный борьбой хуреш. Каждый тувинец с детства знает борьба. Вот в основном я с друзьями каждый день, когда у меня выходных собираемся на спортзале или в тайге, на шашлыке боремся. Бесстрашие тувинцев внушало солдатам вермахта неподдельный ужас. Тувинские воины не боялись превосходящего по силам противника, стояли насмерть и не брали пленных. Немцы окрестили их «Das Schwarztod», что в переводе означает «черная смерть», и полчища Атиллы. Украинцы пишут, говорят, что боятся меня. Пусть так и будет. Наши предки тоже раньше сражались на полях Великой Отечественной войны. Еще тогда вражеские солдаты боялись храбрых тувинских воинов, которых прозвали «Черной смертью». Мы идем по их стопам, продолжаем военные традиции тувинских добровольцев. Считаю, что заслужить звание Героя России – это не только моя заслуга. В этом знаке особого отличия есть заслуга моего народа, а также моих отважных боевых друзей. Однако детали рассказать не могу, так как это военная тайна. Обнаружил взрывоопасный предмет. Вот у меня кусачки, я работаю этой кусачкой в зданиях. Когда очищаем, проверяем местность здания. И если находим там провода, и смотрим, куда она уходит, и куда приводит, и там уже отрезаем. Бывает еще, как сюрпризы называется. Вот, например, бронежилет, да. На дорогу что-то лежит, когда его поднимаешь, там тоже ловушка бывает. АОЗН-72 называется. Осколочная заградительная мина. Ставится она на растяжку, закапывается. И когда цепляется в что-нибудь, она выпрыгивает на уровень груди человека. И взрывается. Поражение у него круговое. Дальность поражения 30 метров. Самое важное – это оградить себя и своих товарищей.
Мой папа сильный и бесстрашный. Он военный, он сапер. Я учу их защищать, помогать маме, когда меня нет рядом. Они как бы остаются за старших, за меня. По дому работали и слушались. Хорошо, старших уважали. А вот как наши тувинские добровольцы воевали тут на территории Украины против нацизма, так и сейчас мы воюем против нацизма спустя 80 лет. Недавно мы захватили вражеских беспилотников. Сейчас мы сами используем для разведки. Заряжай! Мы узнали о положении перед тем, как призвали его на специальную операцию на Украине. Сейчас с надеждой и любовью ждем его скорейшего возвращения. Какой бы у него ни был выбор, я его буду уважать и буду поддерживать до конца. Несмотря ни на что, буду рядом с ним. Тувинцы – воинственный народ. Но мы сплоченные, мы за друг друга присматриваем. Тувинцы – это настоящие воины. Мы всегда идем вперед, друг друга выручаем и помогаем. Я хочу сказать своим землякам, на духом не падать, всегда вперед. Ну, я вот сейчас нахожусь в отпуске, да. Как отпуск закончится, да, я туда поеду, потому что там у меня друзья остались. Верю, победа, что будет за нами.